она будет зеленым гореть. Смотрите, вот мы в эфире, видите? Когда закончите. Добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня у нас проходит достаточно интересный обучающий вебинар, который пройдет в 2 дня. Вебинар для специалистов, которые работают в сфере культуры и которые сопровождают людей с инвалидностью и ОВЗ в данных учреждениях. Сегодня с вами проведет день замечательный специалист, который достаточно много изучает эту сферу деятельности, который занимается различными направлениями работы в этом сложном деле. Это Валентина Алексеевна Мусанова. Я приглашаю вас. Если нас хорошо слышно, я прошу вас отметить, да, что все хорошо, все видно, слышно. Если у вас по пути будут возникать какие-то вопросы, обязательно пишите. Валентина Алексеевна по окончании вебинара просмотрит все вопросы, и если будут какие-то сложности, если будут какие-то вопросы, которые действительно вас будут интересовать, вам будет интересно что-то узнать еще, Валентина Алексеевна к следующему вебинару постарается подготовить, да, дополнительную информацию, помимо того, что мы уже подготовили для того, чтобы вам это все дать. Спасибо. Сейчас я приглашаю Валентину Алексеевну. Добрый день, уважаемые специалисты учреждений культуры и искусства. Здесь нет? Здесь нет? Можно. Только мышкой, да? Сегодня мы с вами поговорим о 3 главных маршрутах дорожной карты объектов социальной инфраструктуры по обеспечению условий доступности учреждений культуры и искусства для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Ну, нужно сказать, что вы знаете, что у нас есть важный международный документ, Конвенция ООН о правах инвалидов. И в статье 9 доступности есть такое важное положение по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, к транспорту, информации, связи и к услугам в каждой сфере, в том числе в сфере культуры и искусства. И как раз вот именно это обеспечивает так называемый интегративный, или по-другому еще его называют инклюзивный подход, который обеспечивает принцип равенства возможностей в соответствии с данным документом и обеспечивает право людей с инвалидностью участвовать наравне с другими людьми в культурной жизни. Об этом как раз раскрывается в статье 30, которая так и называется «Участие в культурной жизни, проведение досуга и отдыха». Кроме того, интегративный инклюзивный подход обеспечивает формирование условий доступности объектов учреждений культуры и искусства, то есть зданий, помещений, сооружений музейных комплексов и не только объектов, но и услуг для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Конечно, необходимо эту работу начать с изучения отраслевых порядков по обеспечению условий доступности. Вот в данном случае у вас на слайде как раз показан порядок обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, который утвержден приказом Министерства культуры Российской Федерации в 2015 году под номером 2803. Нужно сказать, что этот порядок как раз определяет правила обеспечения условий доступности для разных категорий инвалидов, музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами, коллекциями, основной экспозицией музея наравне с другими лицами. Нужно добавить, что культура – это единственная отрасль, которая утвердила несколько таких порядков. 5 порядков обеспечения условий доступности. Причем есть еще приказ Министерства культуры, который
раскрывает перечень данных порядков. То есть вот на слайде как раз приведены. Поэтому учреждения культуры и искусства настолько специфически разные, поэтому таких порядков тоже несколько. Нужно сказать, что данный подход, о котором я говорила, интегративный подход, он должен лежать в основе реализации мероприятий и по социокультурной реабилитации, и абилитации людей с инвалидностью. То есть это целый комплекс мероприятий и условий, направленных на восстановление культурного статуса человека с инвалидностью как личности. Ну и теперь поговорим о дорожной карте, оси, так называемой. Это такой документ, который прилагается к паспорту доступности. Вы знаете, что в учреждениях может быть несколько объектов культуры и искусства, несколько зданий, помещений. И вот на каждый такой объект, который располагается отдельно, должен быть свой паспорт доступности. И вот дорожная карта – это такой документ, это план по итогам ваших управленческих решений, план поэтапного повышения уровня доступности данного объекта, который держится как бы на 3 китах. То есть это информационная доступность, это организационное мероприятие и физическая доступность, то есть архитектурно-планировочная доступность, архитектурно-планировочные мероприятия. Нужно сказать, что вот эти 3 кита, эти 3 направления работы можно проделывать как параллельно, можно проделывать поэтапно. Но здесь я хочу отметить, что информационная доступность и организационные мероприятия – это те виды мероприятий, которые не требуют каких-то особых финансовых вливаний, финансовых вложений, потому что именно 3-я часть, физическая доступность, она как раз заключает в себе уже какое-то финансирование, да, причем может быть довольно большое финансирование, с которым, может быть, не все сразу учреждения могут справиться. Поэтому очень важно вот первые 2 направления организовать: информационную доступность и мероприятия по организации обеспечения условий доступности. Вот сейчас мы как раз на них и остановимся. Первая информационная доступность – это, конечно же, в первую очередь размещение актуальной информации о доступности объектов подведомственных учреждению культуры и искусства какому-то определенному и услуг, которые предоставляются на данных объектах, услуги именно для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. То есть в каждом учреждении есть свой сайт официальный, в котором вы можете в разделе «Главное» или «Об учреждении» разместить такую так называемую вкладку «Доступная среда» и поместить туда всю информацию о доступности объекта. Информация также может, причем актуальная информация, которая у вас актуализируется с учетом внесения изменений в паспорт доступности, потому что у вас физическая доступность объекта может изменяться год от года, да, в результате приобретения каких-то технических средств адаптации и так далее. То есть она актуализируется ежегодно. Поэтому не забывайте изменять, вносить изменения в информацию, которая у вас размещается на сайте во вкладке «Доступная среда». Информация у вас также должна размещаться и на информационных стендах, которые находятся на территории учреждения, на входных группах. Может быть, это интерактивные панели, информационное табло и также в какой-то печатной продукции, в буклетах, памятках и обязательно на электронной карте доступности. То есть это российский информационный портал, который доступен для любого пользователя, в том числе и для человека с инвалидностью, который может зайти на него и посмотреть, насколько доступен конкретный объект по всем учреждениям. Эта карта располагается, я напоминаю, вы, наверное, знаете уже об этом, на сайте житьвместе.ру, который можно ввести в поисковую строку русскими буквами. Он у вас выйдет. Кроме того, вот такие вот веб-сайты и доступ к ним у вас может быть реализовано и на базе самих учреждений культуры. То есть там должно быть информирование не только о порядке получения услуги, в том числе дистанционно, в режиме онлайн, по телефону, причем с обратной связью от человека с инвалидностью, который может иметь возможность задать какой-то вопрос, каким образом получить услуги или какие-то еще нюансы обсудить.
И вот такой вот доступ может быть и на базе учреждений. Если у вас, допустим, физическая доступность не организована на других этажах, если это многоэтажное здание, то на первом этаже можно устроить вот такие вот, как у вас на слайде изображено, интерактивное панно, панели, которые помогут провести, допустим, организовать такую вот виртуальную онлайн-экскурсию по музею, по всему учреждению. Если мы говорим об информационной доступности, то мы, конечно, говорим о разных категориях людей с инвалидностью, о которых мы завтра будем подробно с вами говорить, о всех 8 категориях, которые у нас сейчас в рамках доступной среды утверждены. Это, конечно, оснащение кинотеатров, кинозалов комплектами оборудования. Например, для обеспечения скрытого автоматического тифлокомментирования, это для инвалидов по зрению, субтитрирования для инвалидов по слуху при демонстрации современных цифровых кинофильмов. Это и если мы говорим о музеях, то тоже оснащение вот такими комплектами оборудования для обеспечения дублирования для инвалидов по слуху субтитрами голосовой информации, сопровождающей видеоматериалы на мониторах, да, которые предоставляются. Это, конечно же, сейчас очень это распространено, эта услуга, особенно в Москве, в Петербурге. Это предоставление услуги при необходимости, конечно, с использованием русского жестового языка, так называемой РЖЯ, и дактильной азбуки. Но если у вас в учреждении, поскольку эта услуга очень дорогостоящая, и обучить своего специалиста – это довольно-таки дорогое удовольствие, и обучение составляет довольно длительный срок, то вы должны обеспечить хотя бы доступ вот таких вот специалистов, конечно же, на бесплатной основе, то есть специалистов-сурдопереводчиков, которые владеют основами сурдокоммуникации, и тифло-сурдопереводчиков, которые владеют дактильной азбукой, дактилологией, да, по-другому называется, для того, чтобы услугу предоставить для определенных групп инвалидов, то есть для неслышащих и для людей с одновременным нарушением слуха и зрения. Далее, если говорить об оборудовании, то для слабослышащих инвалидов у вас в учреждении желательно, чтобы были предусмотрены вот такие вот индукционные системы. Это может быть стационарная система индукционная, которая может размещаться в актовом зале, и переносная или портативная индукционная петля, которая вот на картинке сверху справа изображена, наподобие такой вот переносной сумочки, которая может располагаться как на ресепшенах, на вахтах, при входных группах для того, чтобы поглощать посторонние шумы. Это оборудование, в первую очередь, конечно, для людей слабослышащих. Кроме того, если мы говорим о музеях, то в каждом разделе экспозиции, в выставочных залах должно быть не менее 4 экспонатов, тактильных, так называемых экспонатов или их эквивалентов, доступных для тактильного восприятия инвалидами по зрению. Это тоже очень сейчас распространяется в крупных городах, и, может быть, кто-то из вас уже сталкивался с такими вот экспонатами. Хорошо, если, конечно, но это все дорогостоящее оборудование, и все это, если позволяет в учреждении такое оборудование заказать, это наличие аудиоконтура, так называемых индукционных контуров для инвалидов по зрению и для слабослышащих. То есть данное оборудование позволяет полностью возможность улавливать даже тонкие нюансы музыкальных произведений. И с помощью вот такого оборудования можно организовать даже аудиоэкскурсии для незрячих посетителей, что тоже очень важно. Но кроме того, если у вас будут посетители с инвалидностью по зрению, которые могут пользоваться языком Брайля, то у вас, конечно, должны быть этикетки, копии документов, объявлений, инструкции о порядке предоставления услуги, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и выполненных причем на контрастном фоне. В том числе и информация на информационных стендах должна быть выполнена подобным же образом. И если доступ к тактильным экспонатам закрыт для людей с инвалидностью по зрению, то у вас должны быть хотя бы рельефно-графические такое изображение экспоната.
Далее, вот мы с вами поговорили об информационной доступности, и очень главный момент, это большой пласт работы, это, конечно же, организационная доступность, которая тоже особо не требует каких-то финансовых вливаний, вложений. То есть очень хорошо, если вот мы завтра с вами будем говорить об оказании ситуационной помощи, и этой помощью будут заниматься предоставлением данных услуг специалисты по территории учреждения культуры. Но если к вам поступила такая просьба от человека с инвалидностью о том, чтобы организовать, скажем, содействие в посадке, высадке и в посадке по маршрутам общественного транспорта, то, конечно же, здесь важно иметь сопровождающих лиц. Понятно, что, возможно, специалисты этим не будут заниматься, поэтому вам еще нужно желательно развивать целое направление работы, это добровольческая деятельность, и привлекать вот таких вот волонтеров, которые будут непосредственно заниматься сопровождением людей вне территории учреждений. Далее, очень хорошо будет, если в вашем учреждении будет назначен какой-то определенный специалист, может быть, это будет называться специалист по просветительской работе, который будет ответственен за организацию обслуживания людей с инвалидностью и обеспечение условий по социокультурной реабилитации инвалидов средствами культуры и искусства. То есть такой человек будет изучать все какие-то инновационные направления, связанные с получением, с предоставлением услуг для людей с инвалидностью разных категорий, и будет организовывать вот все те направления работы, о которых я сегодня буду, конечно, говорить. Кроме того, обучение, инструктирование работников гардероба, лифтеров, смотрителей залов, кассиров, сотрудников буфета, продавцов киоска, то есть всех работников данного учреждения, которые будут участвовать в обслуживании людей с инвалидностью. Но в первую очередь, конечно, должны быть освещены вопросы этики, языка и правил общения при взаимодействии с людьми данной категории. Но если у вас отсутствуют вот такие вот методические материалы по вопросам этики, может быть, терминологии, правил общения, то я вам здесь советую, достаточно зайти на наш сайт, официальный сайт учреждения Кочпанского психоневрологического интерната, найти вкладку в разделе «Главное об учреждении», вкладку «Доступная среда», и вы найдете информационно-методические материалы, все необходимые по вопросам вот как раз вот этики, языка и правил общения. Поэтому можете воспользоваться и проводить вот такие вот инструктажи на базе своих учреждений. Далее, если мы говорим коллективном доступе целой группы людей с инвалидностью к объектам и культурным мероприятиям. Конечно же, желательно все это предварительно согласовать с координатором вот этой специальной группы. То есть координатор – это может быть представитель или специалист учреждения социальной защиты или, может быть, общественного объединения инвалидов. И желательно вот это согласование где-то предусмотреть за 10 рабочих дней. То есть что вы должны обговорить в этом случае? Вы должны понимать, какая группа предполагается у вас, да? То есть это не обязательно может быть список с именами и фамилиями, это может быть количество людей с инвалидностью или детей, количество сопровождающих их лиц, это категории, это возраст посетителей. Вы должны обговорить состояние доступности вашего объекта именно для данной категории этих потенциальных посетителей, обговорить порядок посещения и способы, и какие-то вещи, при помощи которых вы будете приобщать культурным ценностям, и какие-то другие еще организационные вопросы. Заключение договора при этом не обязательно, да, перед посещением такой вот коллективной группы. К вам могут также обратиться родители детей-инвалидов с просьбой в оказании содействия при оформлении документов. Может быть, это будет приобретение билетов, скажем, на какую-то выставку, да, на просмотр кинофильма и так далее. То есть здесь вы тоже можете оказать содействие, и это будет тоже очень хорошо. Перед таким вот посещением учреждения для адаптации, то есть вы должны будете определить место сбора этой группы, то есть должна быть определена входная зона, причем она должна быть рассчитана на размещение группы инвалидов, если они передвигаются на колясках.
доступная для разворота коляски и довольно достаточная, да, вот такое вот место. Далее, у вас в учреждении должен быть, в каждом абсолютно учреждении издан такой приказ, где будут определены специалисты, ответственные за оказание ситуационной помощи по каждой из 8 категорий, основных категорий людей с инвалидностью. Конечно, это особо касается для оказания помощи инвалидам, передвигающимся на колясках, и инвалидам по зрению, потому что здесь, возможно, даже у вас будут закреплены и по 2 сопровождающих, потому что это сопровождение как раз несет за собой некоторые такие вот проблемы, сложности, если учреждение физически недоступно для посещения данных категорий. Далее, хорошо, если в музее или выставочном зале, или в другом культурно-досуговом центре у вас будет создана группа экскурсоводов, может быть, это будут ребята-студенты, волонтеры, которые будут специально подготовлены для обслуживания людей с инвалидностью разных категорий. То есть они должны проходить какое-то регулярное обучение, также по вопросам этики, терминологии и сопровождения таких людей. Мы с вами поговорили об организационной, об информационной доступности. И третий кит, на котором держится дорожная карта доступности, это, конечно же, обеспечение условий физической доступности объекта, то есть архитектурно-планировочная доступность. Здесь мы, конечно, подробно останавливаться не будем, потому что этим должны заниматься специально подготовленные специалисты в вашем учреждении, которые изучают в первую очередь технические нормативные документы, это своды правил. Ну, как правило, это СП-59, это новая редакция бывшего СНИПа 35-го, также был СП-59 с последними цифрами 12, и сейчас СП-59 с последними цифрами 16. То есть здесь мы освещать подробно все не будем, но что должно быть при основное, да, при обеспечении условий физической доступности объекта? Это, конечно же, оборудованная входная зона, то есть наличие пандуса, поручней для беспрепятственного входа и выхода. Не все, нужно сказать, посетители с инвалидностью рады тому, что им оказывают ситуационную помощь. Многие из них хотят совершенно самостоятельно передвигаться по объекту и получать услуги, не обращаясь ни к кому. Поэтому в первую очередь для беспрепятственного входа и выхода мы оборудуем вот таким вот образом и создаем физическую доступность объекта. Это, конечно же, не забывайте, что у вас должно быть наличие поручней, различных подъемников, соответствующая ширина дверных проемов, которая позволяет передвигаться на кресле коляски, отсутствие порогов, наличие тактильных полос, указателей, желтых стикеров, которые, как правило, прикрепляются на стеклянные двери, да, для людей с инвалидностью по зрению. Это противоскользящие покрытия, обустроенные лифты и, конечно же, санитарно-бытовые комнаты. Вот то, что должно быть обязательно. Ну и поскольку мы говорим об учреждениях культуры и искусства, то это, конечно, должен быть доступ, вот, в первую очередь, для людей, передвигающихся на колясках, доступ в операционно-кассовые залы, к вестибюлю, гардеробу, санузлам, буфету, фойе, лифтам, коридорам, кулуарам, зрительным залам. Ну и, конечно же, не только к выставочным экспозиционным залам, студиям, комнатам звукозаписи, но и экспонатам, которые могут располагаться под открытым небом на территории учреждения. Кроме того, вы не должны забывать о том, что если у вас мероприятие занимает довольно длительное время, или, может быть, это экскурсия, да, длительная, с показом всевозможным, то вы должны, и тем более, если вы привлекаете детей с инвалидностью разных категорий, то у вас должны быть оборудованы некие зоны для кратковременного отдыха с целью увеличения и времени просмотра экспозиции, и в связи с повышенной утомляемостью. Здесь я хочу сказать вот из практики своей деятельности, что, как правило, такие дети буквально через 30 минут уже испытывают утомление, и вам, как специалистам, необходимо будет это тоже предусмотреть.
Вот. Многие просто покидают учреждение, а некоторым нужна как раз вот такая вот зона для кратковременного отдыха. Это тоже очень важно. Кроме того, если ваше учреждение посещают люди, передвигающиеся на колясках, то и если у вас оборудование современное позволяет у вас пользоваться вот таким вот людям данных категорий, то различные интерактивные экспонаты, может быть, интерактивные панели, панно, у вас должны быть тоже в доступе для людей данной категории. То есть размещение их на высоте от 45 сантиметров до 1 метра от пола для того, чтобы такой человек с инвалидностью мог самостоятельно пользоваться вот данной услугой. Но не везде, я хочу сказать, что в учреждениях вот такое вот современное оборудование бывает. Есть еще некие дополнительные условия по регламенту, о которых вы тоже не должны забывать. То есть сколько места в зрительных залах, концертных залах должно уделяться для людей с инвалидностью. Это не менее 5% и не менее 3% в кинозалах. На слайде есть эти цифры, можете внимательно посмотреть. Ну и также не менее 3 мест при предоставлении услуг по показу спектаклей, концертных программ, кинофильмов, различных представлений, в том числе цирковых, и выделение зон зданий для специализированного обслуживания людей с инвалидностью. Также, если мы говорим об обеспечении доступности услуг, не только самого здания, но и услуг, то на базе своих учреждений, сейчас это тоже очень распространено и популярно, вы можете организовать некие инклюзивные творческие студии, коллективы, которые осуществляют деятельность на базе вот конкретного учреждения. Но это могут быть изо-студии, хореографические какие-то кружки, да, танцевальные и многие другие. В случае, если ваше учреждение невозможно приспособить по варианту А или Б, а помним, у нас в Конвенции ООН о правах инвалидов эти варианты прописаны, то есть это может быть универсальный дизайн, когда обеспечена полная доступность здания, что бывает у нас крайне редко, да, полная физическая доступность. Или это может быть разумное приспособление, когда уже на действующих объектах вы технически обустроили таким образом, чтобы все категории инвалидов могли посещать беспрепятственно данное учреждение. Так вот, если вы не можете приспособить ни по первому варианту, ни по второму, то тогда вы можете предусмотреть альтернативные формы предоставления услуг. То есть это могут быть услуги на дому с выездом на дом, но, как правило, у нас есть такая категория детей с инвалидностью, которые имеют тяжелое множественное нарушение развития. Они находятся дома, находятся на постельном режиме, но, тем не менее, они тоже должны участвовать в реализации мероприятий по социокультурной реабилитации. Поэтому вы можете организовать с привлечением волонтеров, конечно же, да, различные мероприятия по изготовлению подарков, привлекать спонсоров, допустим, новогодние подарки, и выехать на дом с целью поздравления, вручения этого подарка в рамках, допустим, какого-нибудь праздника или Нового года. И таким вот образом поздравить ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития и его семью. Вот такие вот формы тоже можно предусматривать. Раз уж мы заговорили о детях, то здесь я тоже хочу вам рассказать о том, что в рамках реализации документа основного, да, Конвенции ООН о правах инвалидов, о котором я уже говорила неоднократно, и который обеспечивает принцип равенства возможностей не только людей с инвалидностью, но и детей-инвалидов. Об этом как раз раскрывается в статье 7, которая так и называется «Дети-инвалиды». И данная статья как раз обеспечивает реализацию всех прав и основных свобод именно детей-инвалидов. Поэтому сейчас в последнее время очень популярно в учреждениях культуры и искусства становится реализация различных социокультурных проектов, да, под которые получают гранты для именно вот и с участием детей с особенностями развития, в том числе детей с инвалидностью и их семей. Вот я хочу немножко об этом поподробнее остановиться, каким образом мы реализуем данные проекты, что мы должны предусмотреть и какие принципы мы должны соблюдать при реализации данных проектов. Как правило, такие проекты реализовываются у нас тоже в рамках мероприятий по социокультурной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. И, как правило, это целый комплекс мероприятий,
и для ребенка с инвалидностью, и для его семьи. Это очень важно. Почему? Потому что, во-первых, таким образом, реализовывая данные проекты, вы оказываете помощь в участии в социальных связях, в общественной жизни. То есть вы помогаете формировать детям социально-коммуникативные навыки, которых, может быть, до этого практически они не были сформированы. Вы обеспечиваете и повышаете необходимый уровень культурных знаний. Вы каким-то образом изменяете образ жизни этого ребенка и всей его семьи, да, причем в позитивную сторону, позитивные изменения наблюдается. Вы расширяете рамки его независимости, потому что в конвенции всегда говорится в первую очередь о независимости людей с инвалидностью. И вот эти все мероприятия, конечно же, способствуют успешной интеграции для того, чтобы ребенок почувствовал себя успешным, полноправным членом общества наряду с обычными детьми, да, и с обычными людьми, которые не имеют каких-то особых потребностей. Ну и вот сейчас я хочу вам как раз раскрыть принципы организации интегративных или по-другому инклюзивных мероприятий, которые вы реализовываете на базе своих учреждений. Те мероприятия, которые у вас проходят с участием детей с особенностями развития, в том числе детей с инвалидностью. Вот я даже на слайде вам привела цифру. Детей с особенностями развития у нас, конечно, очень много, более, наверное, 12 тысяч уже в Республике Коми. И те дети, которые официально имеют статус ребенок-инвалид, их вот конкретная цифра приводится тоже на 1 октября текущего года, их уже составляет численность 3339 человек. Это вам для общей информации вот эта цифра. То есть это довольно большая уже группа населения, с которой необходимо тоже вам работать. Если вы решили организовать довольно массовое и зрелищное мероприятие, то, конечно же, рекомендация для вас, в первую очередь, вы должны его согласовать и проведение, порядок проведения такого мероприятия или реализации проекта с общественной организацией инвалидов. В каждом районе у нас, в каждом муниципалитете есть вот такая территориальная общественная организация. И нужно сказать, для чего это делается. То есть у нас есть 181 закон Российской Федерации, да, о социальной защите инвалидов, в котором есть статья 33. И если вы собираетесь предпринимать какие-то меры, которые затрагивают интересы, неважно, людей с инвалидностью или детей с особенностями развития с инвалидностью, и если вы предприняли эти меры с нарушением прав данной категории населения, то, конечно же, это повлечет за собой ответственность, в первую очередь, и для руководителей ваших учреждений, и для других должностных лиц. Поэтому, если вы испытываете в чем-то сомнение, то обязательно обратитесь вот к такой вот общественной организации инвалидов для того, чтобы обсудить предстоящий план работы, да, по реализации либо проекта, либо по проведению вот такого вот крупномасштабного особенно мероприятия. Может быть, это будет культурно-спортивный фестиваль, допустим, для людей с инвалидностью. И сейчас мы с вами поговорим о том, каким образом взаимодействовать с детьми с особенностями развития при проведении вот таких вот мероприятий на базе учреждений культуры и искусства. Причем, еще раз повторяю, что мероприятия это должны носить интегративный, инклюзивный характер, когда вы включаете как участников не только детей с особенностями развития, но и обычных нормотипичных детей без особых потребностей. Может быть, это будут молодые люди с инвалидностью и без, может быть, это будут взрослые люди, неважно. То есть характер все равно у нас в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов должен быть такой вот интегративный. В основном в рамках доступной среды мы с вами завтра будем говорить о 8 основных категориях, в частности, дети-инвалиды тоже. Можно их распределить по вот таким вот категориям. Но, естественно, при проведении мероприятий вы не будете спрашивать ни у специалистов социальных служб, ни у родителей диагноз, да, этих детей. Мы, как правило, все-таки не медицинские работники, и нам не нужно знать диагноз ребенка. Вот, как правило, мы их распределять будем на 2 основные группы.
Это дети с особенностями физического развития и дети с особенностями психического развития. Вот немножко подробнее остановимся на этих категориях, чтобы вы примерно понимали, с кем вам придется столкнуться при проведении вот таких вот интегративных мероприятий. Также это могут быть дети, сейчас их количество увеличивается, дети с тяжелыми множественными нарушениями развития, которые могут иметь как физические нарушения, так и психические. Ну вот хочу для примера сказать, что у нас, например, вот в Кочпанском интернате дети с ментальной инвалидностью, которые не имеют легкую степень, все они имеют умеренную, тяжелую или глубокую степень умственной отсталости, при этом они все стопроцентно, как дети, так и молодые люди с ментальной инвалидностью, имеют тяжелое множественное нарушение развития. То есть кроме умственной отсталости у них есть еще либо 2, 3 и более, может быть, нарушений в развитии. Вот такие вот дети тоже вам могут встречаться, и с ними тоже придется работать вам. Но не стоит этого пугаться, ничего здесь страшного нет. Чем больше знаний вы будете иметь о данных категориях детей, тем проще вам будет работать с ними. Поговорим о группе детей с особенностями физического развития. То есть если вы организуете экскурсионную группу, допустим, которая у вас будет находиться в выставочных залах, музеях, то, как правило, такая группа должна составлять не более 10 детей, да, с нарушением опорно-двигательного аппарата. И почти на каждого такого ребенка должен быть один сопровождающий, то есть от 2 до 10 сопровождающих. Чем больше, тем лучше, конечно же. Далее, есть еще такие вот группы, которые входят в группу особенностей психического развития. Это особенности ментального развития, то, о чем я говорила, дети с ментальной инвалидностью. Мы сейчас не говорим дети с умственной отсталостью, да, потому что нам международная терминология не позволяет таким образом называть. То есть это у нас дети с особенностями ментального или интеллектуального развития. И дети с расстройствами эмоционально-волевой сферы. Как правило, это дети с аутизмом, с расстройствами аутистического спектра, которые имеют ряд каких-то, допустим, поведенческих таких вот проявлений. Численность такой группы уже может быть довольно большой, это до 20 детей, и достаточно 2 сопровождающих на такую вот экскурсионную группу в выставочных залах или музеях. Но тоже зависит от нарушений. Если это дети с ментальной инвалидностью, скажем, тяжелой степени умственной отсталости, то тогда сопровождающих людей у нас, конечно же, больше. Если это дети еще имеют, допустим, нарушение опорно-двигательного аппарата, то есть это дети с ТМНР, да, так называемое тяжелое множественное нарушение развития, то сопровождающих тоже будет большое количество, то есть примерно на одного ребенка один сопровождающий. Следующая это группа, и в рамках среды, доступной среды тоже она выделяется, это дети с нарушением слуха. Как правило, такая группа до 10 детей должна быть организована. И если данные дети, не все, я хочу сказать, дети обладают навыками русского жестового языка, так называемого РЖЯ, и владеют навыками сурдокоммуникации, но тем не менее, если у вас такие дети есть, и если в учреждении у вас есть обученный специалист, так называемый сурдопереводчик, да, или специалист, владеющий основами сурдокоммуникации или русским жестовым языком, то это будет, конечно же, прекрасно, что такой специалист есть. Если такого специалиста нет, то руководитель вашего учреждения обязан организовать допуск вот данного специалиста, причем на бесплатной основе, для того, чтобы он мог быть сопровождающим тоже вот данной группы детей с инвалидностью. Дети с нарушением зрения, группа тоже примерно по количеству такая же, до 10 детей и до 5 сопровождающих. То есть если это слабовидящие дети, то, как правило, на 2 детей приходится 1 сопровождающий до 5 человек. И если это дети незрячие, то есть с полной потерей зрения, то, как правило, на одного ребенка приходится 1 сопровождающий. И такая группа уже меньше, это 5 детей, да? Численность вот такой вот экскурсионной группы должна составлять. Еще хочу сказать о том, что в настоящее время, несмотря на то, что в рамках доступной среды
Сейчас выделяется 8 категорий, но я бы, например, еще выделила и 9-ю категорию. Это люди, ну и в том числе дети с одновременным нарушением слуха и зрения, так называемые слепоглухие. Ну, что можно сказать об этой категории, то численность ее, конечно же, небольшая, это до 3 детей, и на каждого ребенка приходится 1 сопровождающий, то есть 3 человека сопровождающих. Здесь, конечно же, эти дети не смогут получить услуги без участия тифло-сурдопереводчика или человека, который владеет навыками тифло-сурдокоммуникации. Но трудно сказать, будут ли такие дети или люди с инвалидностью у вас посетителями данных учреждений. Вот за 20 лет работы в социальной службе я не видела, чтобы кто-то из таких вот людей данной категории посетил хотя бы одно учреждение социального обслуживания во всей Республике Коми. Но хочется сказать, если мы говорим об учреждениях культуры и искусства, то вот таких вот слепоглухих людей, например, в Воркуте насчитывается 8 человек. И в 2015 году даже был создан для предоставления услуг данной категории людей с инвалидностью досуговый центр «Говорящие руки». В создании его приняла активное участие обычный специалист, библиотекарь, фанат своего дела Лариса Дружченко. И вот в 2017 году она даже разработала очень интересный проект, который был победителем в номинации «Лучший социальный проект года в области культурно-просветительской деятельности». То есть работа такая ведется, и тем не менее такие люди есть. И несмотря на то, что они не видят, не слышат и не говорят, вот даже приведу слова Ларисы Дружченко о том, что она говорила, что я мечтаю сводить вот этих вот людей в театр для того, чтобы они почувствовали хотя бы запах, да, вот этой театральной атмосферы. То есть это тоже очень интересная работа, целое направление. Но, конечно же, нужно обучаться. И хочу сказать, еще добавить такую вот информацию, что у нас в Республике Коми среди специалистов социальной службы обучено 14 человек основам тифло-сурдокоммуникации. То есть это изучение дактильной азбуки, дактильного алфавита. Это, конечно, не русский жестовый язык, это несколько другое. Это жесты рука в руке. Вот, если кто-то заинтересуется, можете обратиться вот в этот центр и для того, чтобы, может быть, поделиться с ними опытом своей работы и спросить у них о том, каким образом они эту работу реализовывают. Кроме того, есть еще такие особенности развития детей. Это дети с редкими и распространенными генетическими заболеваниями. Но у нас есть очень распространенное генетическое заболевание, это синдром Дауна. У нас, например, в учреждении в Кочканском интернате очень много таких ребят. И редкие заболевания, их очень много, тоже я перечислять все не буду. Это, например, низкорослость, да, которая вот визуально определяется, карликовость. Синдром Вильямса, это дети такие вот с определенным выражением лица, так называемый синдром эльфа. И ряд других заболеваний, с которыми вам тоже придется столкнуться, возможно, в своей работе. И здесь уже мы смотрим на различные виды нарушений либо физического плана, либо психического развития детей и формируем уже вот такие вот экскурсионные группы для посещения выставочных залов и музеев в зависимости от 2 видов их нарушений. Если мы говорим об интегративных мероприятиях, и очень часто мне специалисты задают вопрос, сколько по длительности должно быть мероприятие с участием детей с инвалидностью, да, или детей с особенностями развития, которые не имеют статуса ребенок-инвалид. Ну, хочу сказать по опыту своему работы, что некоторые дети, особенно если это дети с тяжелыми множественными нарушениями развития, то они, как правило, даже и 30 минут не выдерживают на таких мероприятиях. Поэтому самая оптимальная длительность мероприятий таких – это 40 минут. То есть не более 1,5 часов для детей с особенностями развития. Поэтому имейте в виду, и не забывайте вот про те зоны, о которых я говорила, для кратковременного отдыха детей. Может быть, для динамических пауз, которые вы будете тоже организовывать для них. И последнее, о чем я хотела вам рассказать, это о
проведения интегративного мероприятия. То есть у вас все должно быть очень оптимально и четко спланировано. То есть встреча детей, сопровождение, о чем мы будем завтра говорить, да, оказание ситуационной помощи не только детям, но и всем категориям людей с инвалидностью. Это вручение призов и подарков, если они у вас предусмотрены. То есть ни в коем случае при входе вы не должны вручать эти подарки, потому что иначе у вас все мероприятие сойдет на нет. Потому что дети отвлекутся и будут заниматься не участием в данном мероприятии, в данном проекте, а рассматриванием подарков. Да? Поэтому все должно быть четко. То есть все сотрудники должны быть подготовлены, у каждого должна быть своя функция, и каждый должен будет заниматься своим делом. И, может быть, все категории детей будут закреплены за определенными специалистами. Далее, это, конечно же, спокойное освещение и цветовое решение, отсутствие музыки, что очень важно, особенно для детей с нарушением, с расстройствами аутистического спектра. Это свободное пространство для кресел-колясок. То есть полностью подходящее оформление помещений с учетом той категории детей, которая будет у вас принимать участие, да, в проекте. Это, что очень часто у нас бывает при проведении мероприятий работниками культуры, очень важно избегать резких звуков, избегать громкой музыки. То есть соответствующее звуковое оформление. Иначе у вас, допустим, целая группа детей может просто не принимать участие в этом мероприятии. Особенно это касается детей с аутизмом, которые могут просто убежать у вас в другое помещение и вращаться до того момента, пока у вас не кончится мероприятие. Таким образом, они будут себя стимулировать, каким-то образом успокаивать от вот этих вот резких звуков, от громкой музыки. Поэтому это тоже имейте в виду. Если у вас в мероприятии принимают участие дети с ментальной инвалидностью, которые очень медленно усваивают различные конкурсные занятия, да, задания, то обязательно должен быть медленный темп предъявления событий праздника. Если это дети у вас с физическими нарушениями, допустим, которые передвигаются не только на колясках, но и при помощи костылей, ходунков, то это не должны быть, конечно, хороводы с предельной какой-то скоростью, когда дети едва поспевают за ведущими этого праздника, да, хороводы, особенно вот вокруг елки. Поэтому очень медленно. Если это викторины для детей с ментальной инвалидностью, то конкурсные задания должны быть адекватные и соответствующие, а не такие, когда сопровождающие взрослые их люди даже не могут отгадать, допустим, да, какую-то загадку. То есть если это у вас подростки с ментальной инвалидностью, допустим, 14-15 лет, то такие вот конкурсные задания или загадки у вас должны быть примерно рассчитаны на возраст от 3 до 5 лет, потому что, сами понимаете, да, это категория соответствующая. То есть доступность должна быть в выполнении любого конкурсного задания, которое вы проводите на базе своего учреждения. Доступность и еще раз доступность в первую очередь. Очень часто у нас бывает в ходе вот таких вот социокультурных массовых мероприятий это различные пугающие персонажи. Это очень важно, иначе если вот это вот произойдет у вас, то плач, коллективный плач всей группы неизбежен. Да? Поэтому, пожалуйста, чтобы у вас не было пугающих персонажей, устрашающих каких-то элементов сценария праздника. То есть все должно быть на позитивном уровне, позитивный характер. Особенно это важно для детей с аутизмом, которых у нас тоже увеличивается год от года. И вполне вероятно, что такие дети у вас тоже будут принимать участие, да, в таких вот мероприятиях. Очень важно, если у вас дети с расстройствами эмоционально-волевой сферы, и вы понимаете, что они ведут себя как-то специфически, да, не так, как нормотипичные дети, то, пожалуйста, у вас должно быть отсутствие негативной оценки как действий детей, так и действий их родителей. И отсутствие фактора навязывания. То есть если ребенок не хочет принимать в коллективной игре, там, в коллективном празднике или в хороводе, да, участие, он может быть сам по себе где-то там обособленно в стороне, не навязывайте, а лучше подготовьте волонтера или специалиста, который переключит свое внимание именно на данного ребенка и будет заниматься им. Вот это тоже очень важный момент. То есть в этом случае у вас должен быть
очень высокий уровень ведущих, да, данного мероприятия, которые способны гибко перестроить ход событий сценария, потому что может все пойти полностью не по сценарию, не так, как задумано, потому что дети могут проявлять и выдавать вот какие-то реакции очень неожиданным для вас образом. Это тоже важно. То есть должны работать профессионалы. То есть те студенты, которые к вам пришли в качестве волонтеров помогать проводить такое мероприятие, которые никогда не сталкивались с данной категорией и не принимали участие в работе в отношении детей-инвалидов, и они не обучены этому, то желательно, конечно же, таких людей не привлекать. Ну и внимание вот к детям, которые по каким-то причинам не могут в данный момент участвовать в общем празднике, в общей игре. Пожалуйста, не акцентируйте внимание обычных детей на особенностях развития детей с инвалидностью, которые присутствуют у вас в мероприятии. То есть не говорите, что вот смотрите, у Вани нет ручки, а он, видите, не плачет, да, и участвует в этом празднике. Ни в коем случае не должны быть такие вещи. Не выделяйте детей с инвалидностью из числа обычных детей. То есть соблюдайте чувство такта по отношению ко всем абсолютно участникам мероприятия, и к детям, и к их родителям, и к сопровождающим. И это касается и детей с инвалидностью, и детей с особенностями развития, и детей нормотипичных, да, которые принимают у вас участие, потому что это все-таки мероприятие интегративное, где принимают участие на равных разные категории детей абсолютно. Еще раз обращаюсь к тому, чтобы вы не забывали язык общения, соответствующую терминологию. Если у вас нет достаточного методического материала, то призываю еще раз обратиться, ну вот в частности, например, на сайт Кочпанского интерната, и во вкладке «Доступная среда» вы найдете все необходимые информационно-методические материалы об этикете, о терминологии, и постарайтесь их изучить, прежде чем вы будете проводить данное мероприятие. То есть не забывайте о культуре общения со всеми посетителями учреждений культуры и искусства. Поэтому должно быть обязательно доброжелательное, уважительное отношение ко всем посетителям, к детям, к родителям, к сопровождающим лицам, ну и к своим сотрудникам, конечно же, тоже, что очень важно. Можно еще сказать о том, что вы можете использовать различные нетрадиционные методы работы, потому что такие вопросы тоже задают мне специалисты о том, чем же они могут привлечь вот таких вот, да, детей с особенностями развития. Это могут быть методы как по источнику получения знаний, то есть когда они узнают что-то новое, да, и также по характеру мыслительной и познавательной деятельности. Формы проведения вот таких вот мероприятий могут быть совершенно разные, вы их все знаете, конечно же, это не только праздники, это могут быть путешествия в прошлое, научные экспедиции, ролевые игры и просто обычные такие вот традиционные формы, просмотр фильма, литературно-музыкальная гостиная и так далее. То есть огромное разнообразие форм и методов и приемов, которые вы применяете как и к обычным посетителям, так и к людям с инвалидностью. Особенно если это касается детей. То есть вы создаете максимально благоприятные условия для творчества их с учетом их индивидуальных возможностей. Да? То есть вы можете начать, допустим, с угощения за столом или закончить мероприятие, что дети, вот такие вот дети очень любят, да, и их родители. Это вот различного рода чаепития. Это могут быть какие-то музыкальные элементы, это могут быть какие-то внедрения сенсорных элементов, творческие занятия, подвижные игры. То есть тоже разнообразие различных форм и методов. И не забывайте, что дети разных категорий тоже имеют какие-то специфические такие вот особенности развития. Ну вот, к примеру, гиперактивные дети, они будут любить участвовать в подвижных играх. У детей с синдромом Дауна развито чувство цвета, форма. У детей с аутизмом развита фантазия и память, поэтому они любят игры с правилами. И дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, которые являются такими малоподвижными, они могут все мероприятие, допустим, принимать участие на полу, что-то изображать, что-то рисовать, что-то конструировать и так далее. То есть каждому ребенку нужен индивидуальный подход, и каждому вы можете применить какие-то вот свои особенные методы.
Материалы тоже очень разные, но я хочу сказать, что, как правило, дети с особенностями развития очень любят кукольные спектакли, просто обожают их. Очень любят музыкальные инструменты, вот наряду с другими какими-то игрушками, да, с какими-то средствами для творчества, для изобразительного, художественного творчества. Вот, поэтому если у вас проект предполагает использование музыкальных инструментов, то это тоже будет очень хорошо, поэтому можете в гранты свои закладывать и вот такие вот материалы для таких вот специфических занятий. Ну и ход сценария тоже должен быть у вас эмоционально насыщенный. То есть если это какие-то игры, то это должны быть ритмически организованные, эмоционально-сенсорно насыщенные, которые стимулируют не только активное участие родителей, да, таких детей, но и самих детей, которые еще и развивают коммуникативные способности. И подводя итог всему этому, хочется сказать, что вот все те социокультурные мероприятия интегративного характера, которые вы проводите на базе своих учреждений, очень обогащают социальный опыт детей. То есть они, во-первых, обучают навыкам общения со своими сверстниками. Они вырабатывают какой-то навык жить по определенным традициям, по законам общества, вырабатывают навыки взаимопомощи, обучают ответственности и придают ощущение, конечно же, равноправного участия в общем деле. Таким образом, вы постепенно двигаетесь по ступенькам, реализуя вот такие вот социокультурные проекты, которые предполагают не только реализацию социокультурной реабилитации и абилитации, но и полноценный отдых для всей семьи, да, потому что в первую очередь, конечно, такие мероприятия имеют социокультурную направленность. И нужно сказать, что если вы будете привлекать членов семьи, детей с инвалидностью как добровольцев, то у вас будет создана праздничная атмосфера общего дела, будут формироваться партнерские отношения между родителями и специалистами. И таким образом, используя родителей как добровольцев, привлекая, вернее, родителей как добровольцев и других членов семьи, это могут быть и бабушки, и дедушки, вы можете вовлечь полностью их в работу по проведению вот такого вот крупного масштабного мероприятия. Или, может быть, привлекать в работу мастер-классов. Таким образом, вы будете обеспечивать и своего рода отдых для людей с инвалидностью, их родителей и их семей. На этом, наверное, я закончу, подведу итог, что мы с вами поговорили о создании организационной, информационной доступности, в первую очередь, конечно же, да, которой вы должны быть озадачены, потому что все-таки создание физической доступности требует уже ряд других, более сложных мероприятий, финансовых вложений. Вот. А то, о чем мы сегодня говорили, мне кажется, вполне реализуемо силами любых специалистов учреждений культуры. И все это, конечно, делает и приближает еще на один шаг, и делает, и формирует доступную среду в любом учреждении культуры и искусства. Поэтому спасибо большое за внимание. На этом я с вами прощаюсь. И завтра мы поговорим об оказании ситуационной помощи на объектах. И вебинар будет предусмотрен не только для специалистов учреждений культуры, но и для других работников, которые предоставляют услуги или, может быть, просто взаимодействуют с людьми с инвалидностью, которые посещают и получают услуги на базе ваших учреждений. Поэтому спасибо большое, всего доброго и до завтра.